Больше 40 пожаров произошло в Ингушетии с начала года. Причины возгораний разные, присутствует и человеческий фактор. Нередко виновниками и жертвами таких происшествий становятся дети. В связи с этим проводится кампания по совершенствованию знаний в области пожарной безопасности. В 10-й школе сегодня прошла на эту тему лекция с участием сотрудников МЧС и детского омбудсмена. Дана Плиева расскажет. За текущий год по всей нашей стране произошло порядка 20 тысяч пожаров, из которых погибло более 1500 человек, 72 из которых дети. Но эту страшную статистику можно было бы избежать, если бы правила пожарной безопасности не игнорировали, объясняют школьникам сотрудники МЧС. В стенах 10-й Назрановской школы собрались учащиеся из различных общеобразовательных учреждений. Цель одна – со школьной скамьи привить ответственность в соблюдении правил общения с огнем. А ведь по статистике большинство пожаров происходит из-за детской шалости. Поэтому самое целевое ваш шаг далее молил дяжил бери бега ямасал сагвануша ямасал пожар ханишан аля вашки кадовый. Равнодушным такая статистика не может оставить никого. И на Айшу Хамхоеву тоже производит впечатление. Правда, делится школьница, она давно усвоила правила пожарной безопасности и всегда старается их соблюдать. Особенно после случая у родственников, когда из-за утечки газа сгорел дом. Для начала нужно взять телефон, позвонить в МЧС 112. Потом, если открыть окно, если есть какое-то место, чтобы выбежать или укрыться, можно открыть окно и выбежать. Как я сегодня услышала, дым поднимается на потолок, нужно держаться на низкой к полу, прикрыть к носу мокрую тряпку и, конечно, выбежать из дома. С начала года в регионе зафиксировано 43 пожара. Пострадали 6 человек, еще 2 погибли. За примером далеко ходить не надо. В результате взрыва бытового газа в Назране и Кантышево пострадало 6 человек, один из которых скончался в больнице. Сотрудники МЧС объясняют, чаще всего пожары происходят из-за утечки угарного газа, который в народе прозвали «тихим убийцей». Его запах нельзя почувствовать, но утечку можно вычислить по некоторым симптомам. Это головокружение, темнота в глазах, вас начинает тянуть на сон. Эти симптомы нельзя игнорировать, нужно проверять ваши газовые плиты. Школьникам также показали, как пользоваться огнетушителем. Сначала направить. Выключить обязательно нужно чеку. Вот это не забывайте. Инициаторы этой встречи – региональное управление МЧС и уполномоченная по правам ребенка. Зарема Чайкиева еще раз напомнила детям, что при случае опасности возникновения пожара они также могут обратиться в аппарат уполномоченного по правам ребенка. Поступил один звонок, и мальчик говорит, что он не может выключить газ. Я говорю, как не может выключить газ? Он говорит, у меня газ идет, говорит. Я, говорит, выключаю конфорку, я, говорит, чувствую, что запах идет, что есть запах. И что мы сделали? Мы туда вызвали сотрудников МЧС, полицию, сотрудников ПДН, всех вызвали, выехали туда. Мы проводим беседы с детьми по статистике, рассказываем о том, какая на сегодняшний день статистика с пожарами, какая была за аналогичный период прошлого года, в каких случаях были травмированы дети, в каких случаях были, к сожалению, случаи гибели детей. Людей, в частности детей, и какие меры предосторожности есть. Дети будут знать в дальнейшем, что можно делать, что нельзя делать, и помимо этого в зале присутствуют взрослые, которые смогут в дальнейшем знать, в какое русло направлять знания в этом направлении детей. Школьникам еще раз напомнили не оставлять без присмотра электрические и газовые приборы, следить, исправна ли электропроводка или розетка, а в случае возникновения пожара сразу звонить по номеру 01 или 112. Дана Плиева, Джамиль Тамасханов, Новости 24.